Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Кушара. В Сочи состоялась встреча президентов Абхазии и России Аслана Бжани и Владимира Путина. В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. Ход реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности. Уважаемый Аслан Георгиевич, очень рад вас видеть. Мы последний раз, по-моему, виделись на Параде Победы в Москве. Но сейчас есть возможность, не спеша, в спокойной обстановке поговорить о том, как ситуация развивается в наших межгосударственных отношениях. Но, к сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один, больше 70% всего оборота экономического республики с Россией. У нас есть очень значимые направления сотрудничества. Я уже не говорю про туризм, но есть и другие составляющие, и сельское хозяйство, и телекоммуникации. Все это, может быть, должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения. Я надеюсь, что та помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, тоже является существенной. Знаю, что наши специалисты работают в красной зоне Гудаутской больницы, и мобильный госпиталь развертывается Министерством обороны, военные медики тоже работают. Вот все эти и другие вопросы, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес, мы сегодня с вами спокойно, не спеша можем обсудить и здесь, а потом за рабочим завтраком. Спасибо. Я благодарю вас за эту встречу. В таком формате встреча у нас проходит первый раз. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично вам, Владимир Ильич, за ту поддержку и помощь, которую вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы вам за это признательны. Друзья, как известно, познаются в беде. Вот в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали. Я хотел бы поблагодарить руководство Министерства обороны за тот госпиталь, который развернут у нас. Большую помощь нам оказывают российские медики. Вахтовым методом на протяжении нескольких месяцев к нам в Гудаутскую больницу приезжают российские врачи. И это, безусловно, неоценимый вклад в этих условиях. Роспотребнадзор тоже нам оказывает помощь. Поэтому мы вам за все за это признательны. Руководство Абхазии намерено реализовывать те договоренности, которые прописаны в Большом договоре, в других межведомственных договорах, потому что это в полной мере соответствует интересам Абхазии. Все это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии. И хотел бы довести до вашего сведения, вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии. Приглашаю к нам в гости. Благодарю вас. Спасибо. Встреча президентов Абхазии и России длилась около 3 часов. Итоги переговоров с Владимиром Путиным, несомненно, принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером. Мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес, сказал Аслан Бжани по окончании встречи. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Более 620 миллионов рублей будут направлены на поэтапное повышение материально-технического обеспечения работников органов внутренних дел. Парламент Абхазии на состоявшемся заседании сессии Народного собрания ратифицировал Российско-Абхазское соглашение, предусматривающее софинансирование расходов в данной сфере. Кроме того, депутаты внесли изменения в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Абхазии. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. В начале заседания депутаты рассмотрели постановление о ратификации соглашения между Абхазией и Россией, касающееся софинансирования расходов на содержание органов внутренних дел Абхазии. Речь идет о повышении материально-технического оснащения, денежного довольствия и социальной гарантии работников МВД. Законопроект был принят в первом и втором окончательном чтении. Суть данного соглашения заключается в том, что в период
с 2020 по 2022 год предполагается направить объем финансирования в размере 620 миллионов рублей на улучшение работы системы Министерства внутренних дел. В частности, за этот период 190 миллионов рублей будут направлены на улучшение, повышение материально-технического оснащения, в котором так остро на сегодняшний день нуждается наше ведомство, вы знаете, а также 430 миллионов рублей будут направлены на повышение денежного довольствия, а также социальные гарантии. На наш взгляд, в рамках данного соглашения удастся существенно повысить эффективность работы Министерства внутренних дел, что, безусловно, отразится на жизни наших граждан в первую очередь. Затем народные избранники ратифицировали еще один протокол, касающийся внесения изменений в Абхазо-Российское соглашение о формировании деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года. Женсух Нанба подчеркнул важность деятельности данной организации, отметив, что ИКЦ будет способствовать более эффективной борьбе с преступностью. За законопроект депутаты проголосовали единогласно. Суть изменений заключается в том, что появляются правовые основания для финансирования российской стороной капитальных затрат на ремонт, реконструкцию и строительство объекта, в котором непосредственно должно размещаться данное учреждение. При этом необходимо отметить, что в действующей редакции соглашения прописано, что в случае прекращения деятельности центра собственность на объект, в котором располагается данное учреждение, переходит абхазской стороне. Это в действующей редакции. Путем данных изменений предполагается, что в случае прекращения деятельности центра собственность объекта остается за Республикой Абхазия. Абхазская сторона обязуется компенсировать все затраты. В случае невыполнения этого условия, невыплаты компенсации, российская сторона оставляет за собой право сократить финансовую помощь на социально-экономическое развитие. На заседании сессии парламента были внесены изменения в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Представляя законопроект, министр финансов Владимир Делба подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование бюджетной системы страны. В частности, позволят более детально формировать показатели бюджета на последующие годы. Самое важное нововведение, которое предусматривает проект закона, это введение на территории Абхазии при исполнении бюджета, кассового плана и ведение учета бюджетных обязательств. В настоящее время к Министерству финансов идет подготовительная работа над этим, оценка дается, как это в принципе в случае принятия закона это может работать, потому что это коснется, несомненно, всех распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств. Это мера, которая, еще раз повторюсь, позволит повысить прозрачность, эффективность бюджетных расходов. Вот к такой позиции мы считаем, что необходимо нам подойти. Дело в том, что правоприменительная практика нашего бюджетного законодательства, она показала, что на сегодняшнем этапе наша бюджетная система может себе позволить вносить подобные коррективы, использовать такие методы учета бюджетных обязательств. Министр финансов уточнил, что действующая редакция закона, о котором идет речь, направлена только на принятие бюджетных законодательств, но не упоминает учета. Законопроект коснется деятельности аппарата Кабинета министров и судебных органов. Кроме того, вносит ясности в статью использования резервного фонда Кабинета министров. Судебные органы власти тоже являются администраторами доходов бюджета. Кабинет министров является администратором доходов бюджета. Ну, на самом деле кабинет министров как таковой администратором не может быть. Это коллегиальный орган, и поэтому аппарат Кабинета министров. Вот эти процедуры, они нам позволят более детально, предметно уже формировать
задания по администрированию. Дело в том, что в действующей редакции получается, что он исчерпан, там в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Вот, предлагается его дополнить в связи с тем, что это на самом деле и постоянно имеет место, и иных непредвиденных расходов, которые будут указаны в положении об использовании средств резервного фонда правительства. В итоге законопроект был принят единогласно в первом и втором окончательном чтениях. Следующим вопросом повестки дня народные избранники определили сумму на содержание контрольной палаты Абхазии на 2021 год. По утверждению сметы на содержание контрольной палаты в сумме 31 миллион 538 тысяч рублей. В принципе, она практически соответствует смете расходов на 2020 год. И поэтому, я думаю, больших изменений данная смета расходов не претерпела. Они в рамках 2020 года практически там уменьшение идет. Буквально 1 миллион идет уменьшение, было 32 в прошлом году, в этом году 31,5, практически без изменений. Депутаты дали согласие на перевод земельных участков из категории в категорию в селах Тамыш и Лыхны. В селе Тамыш обществу с ограниченной ответственностью «Золотое руно» предоставлено в аренду 12,5 гектаров с целью строительства санаторно-курортного объекта. Гугу Савардани, Степан Мартиросян, Саида Ухава, Абхазское телевидение. Сегодня вечером приблизительно 18 часов 10 минут из-за перегрузки была повреждена высоковольтная линия Ачгуара, в результате чего большая часть Абхазии осталась без электричества. Обгорел шлейф на 8-й опоре перепадной гидроэлектростанции 1 в Галском районе. Ремонтная бригада РУП «Черноморэнерго» приступила к устранению аварии. На время проведения работы осуществлен переток электроэнергии из Российской Федерации. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 271 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 105 человек. У 89 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек. В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние здоровья двоих пациентов тяжелое. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находится 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии 4 человека. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4951 человек, 58 летальных случаев. Выздоровели 3369 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии состоялась церемония награждения российских военнослужащих сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России ведомственными медалями Министерства обороны Абхазии. За успешное проведение комплекса мероприятий по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики военнослужащие были награждены медалями за поддержание мира в Абхазии и 25 лет Министерству обороны Республики Абхазия. На церемонии присутствовали вице-премьер Республики Абхазия Сергей Пустовалов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-лейтенант Василий Лунев. В ближайшее время сводные отряды РХБ защиты Черноморского флота в составе колонны совершит многокилометровый марш на Крымский полуостров в пункт постоянной дислокации. Работы по дезинфекции социальных объектов в Республике Абхазия проводились в течение месяца. За это время российскими военнослужащими было продезинфицировано более 700 тысяч квадратных метров территорий, социальных объектов, мест массового скопления людей и дорог общего пользования. В мероприятиях принимали участие 30 военнослужащих и было задействовано 11 автомобилей РХБ защиты, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции, тепловые машины, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В Дамаске состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Ковия с премьер-министром Сирии Хусейном Арнус, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Приветствуя гостей, Хусейн Арнус выразил признательность за поддержку и готовность развивать отношения с Сирийской Арабской Республикой. Даур Ковия, в свою очередь, проинформировал господина Арнуса о том, что абхазская часть совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству сформирована и готова
готова к проведению первой встречи в рамках двустороннего сотрудничества. В ходе встречи стороны также обсудили ряд конкретных вопросов, связанных с перспективами развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. МИД Абхазии прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о встрече посла Азербайджана в Грузии Гулиева с так называемым главой правительства Автономной Республики Абхазия Абашидзе. В частности, в ходе встречи Гулиевым было отмечено, что прекращение агрессии и оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны, принесет позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом. В комментарии МИД Абхазии отмечается, что господин посол, вероятно, не имел ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий, и поэтому в состоянии эйфории позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами для женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузию с представителем нелегитимного правительства автономной Абхазии, которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия, подчеркивается в комментарии МИД. Абхазская сторона намерена затронуть факт провокационной встречи посла Азербайджана в Грузии с Абашидзе в ходе предстоящего раунда женевских международных дискуссий. В Абхазию завезена первая партия противогриппозной высококачественной российской вакцины «Ультрикс». 2000 доз будут распределены по поликлиникам Абхазии. В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников и детей. В ближайшее время ожидается прибытие еще 15 тысяч доз вакцины для населения страны. Вакцинация медицинского персонала уже началась. Репортаж Алики Трапш. Вакцинация от сезонного гриппа позволяет защитить иммунитет человека от нескольких штаммов вируса. После вакцинации заражение может не произойти вообще, или же заболевание пройдет в легкой форме. То есть тем самым исключается средне-тяжелое и тяжелое течение болезни и летальный исход. Сейчас в республике проходит вакцинация медицинского персонала из первой партии закупленных Минздравом вакцин. Но уже к концу текущего месяца ожидается поступление всех заказанных препаратов в количестве 15 тысяч доз. Поставщики нас заранее еще предупредили, что сроки поставки вакцины будут чуть-чуть отсрочены, чуть-чуть это получилось на месяц, так как у них сейчас у самих большой спрос на эту вакцину. И поэтому мы сделали своевременные заявки, как обычно, ежегодно, но, к сожалению, сроки были отодвинуты из-за того, что там у них у самих потребность повышена. Работников медицинских учреждений прививают трехвалентной вакциной «Ультрикс», которая формирует высокий иммунитет против гриппа типа А и Б. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Я считаю, что если медики заболеют и выйдут из строя, то это будет не очень хорошо для общего населения и для детей, которым мы не сможем оказать помощь. Я думаю, это очень важно. Мы проходим ежегодно вакцинацию от гриппа, так как, во-первых, мы медики, это нам необходимо делать. В первую очередь специалисты рекомендуют прививаться людям, находящимся в зоне риска, страдающим бронхолегочными заболеваниями, пожилым и детям. Однако многие целенаправленно отказываются от вакцинации, и на это у каждого свои причины. Если у человека нет противопоказаний, то медики все же рекомендуют делать прививки. В связи со сложившейся обстановкой во всем мире сейчас есть такое заболевание новое, как ковид. А для нас характерны такие заболевания, как простудные, гриппы ежесезонные. Поэтому, дабы не наслоилось одно заболевание на другое, ковид – это так как новое заболевание, и от него пока у нас нет, к сожалению, вакцины, то от того заболевания, которого мы можем защититься на сегодняшний день, то мы призываем вакцинироваться, наше население. Перед вакцинацией каждый человек должен пройти термометрию. Медики подробно спрашивают, нет ли противопоказаний на некоторые препараты. Противопоказаниями являются следующие моменты. Если была аллергическая реакция на предыдущее введение, то есть в прошлом году была реакция на именно введение этой вакцины, это первое основное противопоказание. Естественно, повышение температуры тела, то есть перед применением вакцины обязательно проводится термометрия. Температура выше 37, и это является противопоказанием для введения вакцины. А также в отдаленных противопоказаниях это является противопоказание аллергия на белок.
Все желающие могут пройти вакцинацию бесплатно в поликлиниках республики до конца декабря текущего года. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Гулрыбском районе в селах Мархиул и Черниговка ведутся работы по ремонту дорожного полотна. В Черниговке уже уложен асфальт, а в Мархиуле работы в самом разгаре. Репортаж Шазины Ханагуа. Вот уже более 2 месяцев, как в Гулрыбском районе идут работы по ремонту сельских дорог. В рамках российской инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии в 9 селах района уложен асфальт. Совсем недавно были завершены работы по асфальтированию дороги в Черниговке, на что было затрачено 11 миллионов рублей. В Черниговке 2,5 километра было предусмотрено по инвестпрограмме. В Черниговке инвестпрограмма завершила свою работу. Укладка асфальта здесь намечалась в один слой. Это сельская дорога, потому она параметры такие имеет. В данный момент идет ремонт дороги, соединяющей села Мархиул и Мачару. Здесь инвестпрограммой предусмотрено покрытие асфальтом 7 километров дорожного полотна толщиной до 9 сантиметров. Работы ведет Ачимчирский асфальтовый завод. Ведут одну полосу, ее будут вести от центрального моста до трассы, это 7 километров. Затем вернутся вторую полосу 3-километровую проведут. Следом будет второй слой уложен асфальта, уже не состыковывая 2 полосы, одной полосой пройдет 6-метровой полосой. Эту дорогу используют очень много большегрузных машин. Это и военные машины наши, и российские. Здесь у нас, насколько вы знаете, абхазская база находится, российская база находится. Все они пользуются этой дорогой. Потому необходимость наверняка была в таком асфальте. И сумма, выделенная на укладку этого асфальта, 55 миллионов. Это 1/3 часть от всего асфальта, который будет уложен в этом году в Гулрыбском районе. Черниговка и Мархиул – одни из наиболее востребованных направлений у туристов. Посещение знаменитого родника с целебной водой и экзотического ущелья включены во многие туристические маршруты. Водопады, небольшие озерца с изумрудной водой, таинственный лес и нависшие скалы из года в год привлекают в Черниговку немало отдыхающих. Износившееся со временем асфальтное покрытие было серьезной проблемой как для местных жителей, так и для туристов. Помимо того, что приходилось тратить на дорогу немало времени, передвигаясь, автомобилисты рисковали повредить свои авто. Не менее красивые места у нас имеются, и не все могут всегда доехать до тех мест, которые они хотели бы посетить. Насколько вы знаете, и все знают, и в Абхазии, и за пределами, здесь у нас ресторан «Ассир» находится, который уже стал каким-то брендовым, и все, кто приезжают, для них как обязательная программа посетить этот ресторан. Ну, даже в том плане, что маршрутки, которые их возят, очень сложно было проехать по нашей дороге. Она, казалось бы, находится недалеко в центральной части, но дорога была в таком ужасном состоянии, что, если не на джипе, на легковой машине очень сложно было сюда проехать. При благоприятных погодных условиях ремонтные работы по укладке асфальта планируется завершить в течение 20 дней, после чего до одного из самых излюбленных мест отдыха в Абхазии можно будет добраться быстро и с комфортом. Шазина Ханагуа, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Завершены работы по приведению в порядок пантеона писателей и общественных деятелей на Сухумской горе. Департамент по благоустройству администрации Сухума проводит работы на территории пантеона около месяца. Подробности в материале пресс-службы администрации города. Департамент по благоустройству столичной администрации начал работы по очистке и приведению в порядок территории пантеона 5 октября. Пантеон писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии расположен на одном из склонов Сухумской горы. Территория не приводилась в порядок несколько лет, в результате чего все заросло травой и сорняком. Вокруг пантеона также собралось большое количество бытового мусора, который остается от посетителей горы. Работы велись больше месяца с применением спецтехники. Дорога к пантеону также была расчищена от разросшихся ветвей, деревьев и кустарников. Здесь заросшее было все, в грязи было. И подъездные пути, и сам пантеон в ужасном состоянии был. Вот провели мы очистку, почистили от мусора, освободили территорию, все. И подъездные пути, и дорогу почистили. Здесь много машин вывезли мусора. В основном зеленое хозяйство работало. Есть поручение главы администрации по поводу его облагораживания.
И мы будем следить. Начальник управления благоустройства администрации города Сухум Саид Курыпа отметил, что в планах сделать освещение пантеона, привести в порядок ограду, поставить шлагбаум при въезде к пантеону и закрыть ворота, чтобы вход не был свободным. Элана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.